В День защитника Отечества во дворе Алданского политехникума состоялась церемония открытия мемориальной доски в память Николаю Леухину, погибшему в Украине. Николай окончил политехникум в 2021 году. Преподаватели запомнили его чувство юмора, жизнелюбие, доброту и готовность прийти на помощь. По словам наставников, Николай всегда мечтал связать будущее с военным делом. Николай был общительным человеком, он хорошо учился, он приходил всегда на выручку, и поэтому и со слов ребят, кто непосредственно с ним учился все эти годы, со слов преподавателей, которые преподавали, со слов мастеров производственного обучения, Коля был настоящим таким мужиком, безотказным, работоспособным, и при этом он остался таким и в памяти у всех тех, кто его знал. Героические подвиги наших солдат невозможно измерить и оценить. Их отвага и самоотверженность – достойный пример для юных поколений. Церемонии открытия мемориальной таблички предварила районный слет юнармии, посвященный памяти Николая Леухина. Проведение слета инициировал Алданский политехнический техникум. К бойцам районных отрядов присоединились юнармейцы из Нерюнгри и Хандыги. Всего в Алдан прибыли 8 отрядов. Самое хорошее здесь то, что наши дети, они разбросаны по всем командам. То есть здесь нету того, чтобы дети попали в незнакомую ситуацию и уже должны вместе, как говорит Алексей Геннадьевич, директор Алданского техникума, они должны пройти слаживание. То есть здесь умение общаться друг с другом, с незнакомыми людьми. Это командная работа, поэтому очень здорово, что мы здесь. После торжественного приветствия участников студенты политехникума представили вниманию гостей литературно-музыкальную композицию «Ржев. Калининский фронт». Осенью 2022-го 6 юношей присоединились к ежегодной всероссийской акции «Вахта памяти». В течение 2 недель юноши работали в деревне Петуново Тверской области в составе поискового отряда. Некоторые сделанные в экспедиции находки сегодня хранятся в музее политехникума. Эмоции на самом деле были необычные, очень интересно было. И ты сразу понимаешь, какая сильная была война, жесткая. Там понимаешь, насколько все это было страшно. И даже так не опишешь словами. Казармы, где проживали бойцы, расположились в студенческом общежитии политехникума. Условия квартирования участники слета нашли весьма комфортными. А в комнатах ребята поддерживали образцовый порядок. Устроились хорошо, очень понравилось. Но это еще пока не начало. Будем узнавать, что, как. Очень весело пока. Кормят, это хорошо, да? Да, конечно. Самое главное, этот слет, даже вот как начался только-только, и уже, то есть, заинтересовал, и вот правильно сказал мой товарищ, когда мы только заселились, уже вот какой-то интерес уже проявлялся, да, скажем так. На учениях все было по-настоящему, как в армии. Из состава рядовых ежедневно назначались дневальные. Так, пока сослуживцы проходили очередной этап заданий, дежурные по кухне помогали работникам столовой накрывать столы к обеду. Сами просятся помочь. Очень учтивые, очень воспитанные молодые люди. Энергетические затраты у молодых солдат немалые, и компенсировать их необходимо. Меню для участников слета было составлено по принципам армейского рациона. 23 февраля для солдат – дата профессиональная, и в этот день юных защитников Отечества ожидал праздничный обед. К привычным питательным и полезным блюдам полагался торт, морс и фрукты. Кормят? Да вроде бы отлично. Утром каша, ну как обычно в армии. Днем, в обед, ужин, все такое. Кормят отменно, хорошо. А в казарменное тоже отлично. Много интересных игр было. В учениях приняли участие 80 юных защитников Родины. Столь массовый слет юнармии в Якутии прошел впервые. Накануне учений группы были переформированы в команды, каждая из которых объединила бойцов из разных частей. Все прибывшие команды, они потеряли свой статус команд, потому что они были поделены и смешаны. Поэтому в каждой команде на сегодняшний день уже по номерам по одному участнику из приехавших команд. Команды как одно целое, нас между командами делят. То есть на самом деле довольно интересно. Такое нужно устраивать почаще, чтобы сплотить отряды.
Соревнования, игры, культурные выходы, программа учений была очень насыщенной. А предварил испытание веревочный кросс. Специальный тренинг на сплочение включал 8 заданий. Здесь обыкновенные листы бумаги стали кочками, по которым командам предстояло перейти болото. А на соседней станции задание оказалось более сложным. Отряд должен был перевернуть ковер, не сходя с него. Самое сложное, наверное, было перевернуть платок, когда вся команда стоит на ткани, ну, наверное, не знаю, сантиметров 60 на 60, и вы должны сплотиться, придумать что-то новое и довериться друг другу, чтобы перевернуть эту ткань, вот так вот. Все, очень все интересно было. Но самое мне понравилось это болото. В спортзале раскинулся опасный обрыв. Преодоление отрядом препятствия зависело от каждого члена команды. Рядом соперники проходили крокодила. Эту забаву бойцы нашли чрезвычайно увлекательной. Обрыв хорошо, мы посмотрели у команды одну тактику, использовали, и у нас все получилось. Мне понравилось больше, когда надо перетягивать вот так человека над собой. Ты сидишь вот так то. На одной из станций перед бойцами была поставлена задача наносить воды. Заданным условиями способом сделать это оказалось непросто, хотя и весело. Пришлось ребятам также освоить навык коллективного письма. Каждая команда выводила маркером слово «мир». Мир мы писали сплоченно. Командир нам говорил, куда вести там. Допустим, вверх, вниз, и мы так написали. В ходе веревочного кросса молодежи предлагались задания, требующие знаний и кругозора. На станции иностранных языков ребята вспоминали воинские звания на английском, а в соседнем кабинете юноши и девушки решали задачи экологической направленности. Спят без задних ног, вот, потому что полностью все мероприятия интенсивные, без минуты отдыха, одно за одним. Это, во-первых, эмоциональный такой всплеск, ну и, конечно, силовой. По вечерам юнормейцы выполняли еще одну задачу. Каждый отряд выпускал боевой листок. Документы, отражавшие события каждого дня, размещались на стенде первого этажа политехникума. По завершении слета отряды забрали боевые листки с собой. Второй день слета был посвящен полевым учениям. После инструктажа отряды двинулись на территорию, прилегающую к автодрому политехникума. В первую очередь здесь предстояло обустроиться. Служба под открытым небом сопряжена с немалыми сложностями, и требует она особых навыков, от которых напрямую зависит выживание. Это и стало генеральной целью полевых учений. Сегодняшний момент именно это слаживание. Слаживали так, что аж голос сорвали. В общем, ну как бы выживание в природе, в естественной среде. У детей получается все нормально. Ну и самое главное, еще раз повторяюсь, это слаживание, дружба между отрядами. Да, в принципе, все отлично, в своем отряде все хорошо. Вчера и сегодня у нас смешанные команды, то есть мы смешиваемся с ребятами из разных команд и тем самым сплочаемся. Тактическая задача поставлена, и выполнить ее нужно максимально четко. С установкой палатки ребята справились легко и быстро, а вот с разведением костра и кипячением чая не обошлось без некоторых затруднений. Впрочем, смекалкой молодежь, несомненно, обладает. Весело очень, команда сплоченная, никаких ссор нету. Если у нас что-то не получается, заново все переделываем. Ну, показывают себя, конечно, высший класс. При этом сегодня полдня – это работа и учение на улице. Кто-то впервые увидел топор, кто-то впервые увидел двухручную пилу. Вот. Учится кипятить чай, поэтому все интересно. Тут же проходит захват горы. Вот. Еще ряд мероприятий, которые будут здесь же проводиться. Поэтому все в боевом настрое, все идет. Ребята радостные, довольные. Но я думаю, что сегодня был вообще очень шикарный день, потому что начался неожиданно, с такого попали в переделку. Ну и сейчас занимаются разведением костров. Командиры отрядов, оценивая обстановку в командах, отмечали позитивный настрой и крепкий моральный дух. Со сложностями ребята справлялись сообща. Если кто-то допускал ошибку или промах, сослуживцы сразу же приходили на выручку. С костром у нас были небольшие заминки, потому что распределили обязанности, пока самые старшие пилили.
ну, дети более младшее поколение осталось разжигать, у них не получилось. Но мы подошли, в итоге у нас начало все гореть, поставили уже воду кипятиться. Все ребята, они молодцы, они проявляют себя как могут, они, то есть, ну, понимающие друг к другу относятся. Общение между ребятами также очень крепко держится, то есть никто не ругается, не ссорится. В армии при выполнении заданий о послаблениях не может быть и речи. В ходе полевых учений командам предстоял захват высоты. По условиям испытания достаточно было прикоснуться к флагу, однако бойцам удалось захватить знамя полностью. Повышение боевой готовности стало одной из целей полевых учений. Друг за друга болеют, перезнакомились, друг другу помогают, и поэтому надеемся, что эта дружба будет в дальнейшем развиваться, но это, конечно, это определенные эмоции. В командах я вот сейчас прошелся по всем 8 командам, и вчера уже также они бегали. То есть замечательно, я думаю, что как раз вот такая обстановка игровая, она настраивает. И здесь нет того, что я откуда-то, да, здесь просто мы одна команда. И поэтому здесь, ну, я думаю, что здорово. Боевые учения, требующие силовой подготовки и ловкости, чередовались с интеллектуальными испытаниями. Бойцы испытали на прочность свои знания истории в брейн-ринге. Кроме того, школьники и студенты прикоснулись к волшебству химии. Простые и удивительные опыты гости освоили в лаборатории химического анализа политехникума. Здесь же они вспомнили и таблицу Менделеева. Довелось ребятам попробовать силы в запуске беспилотных летательных аппаратов. Управление квадрокоптерами юнормейцы осваивали под руководством преподавателей техникума и медколледжа. Такая организация мощная. Вот. Хотим сказать, что каждый день могут меняться мероприятия. Учитывается здесь и температура, учитывается и культурная программа у нас. Вчера, например, сходили на концерт. Сегодня у нас планируется замечательный фильм. Слет проходил в течение 3 дней. По мнению командиров, наиболее ценным стало общение молодежи. Бойцы быстро подружились и обнаружили массу общих интересов. Как известно, армия едина, а солдатская дружба самая крепкая. И, конечно же, незабываемыми стали дни слета. Ребята посчитали, что учения оказались слишком краткосрочными. Боевые будни юных защитников Родины вовсе не тяготили, и увольнительными никто не грезил.